Этому дому почти 120 лет. В 1901-м его построил дед Прометея Чисталева Александр Анисимов, управляющий Нювчемским чугунолитейным заводом. Сюда, в рабочий поселок, приезжал даже архитектор из Петербурга. Наследники сохранили не только сам родовой дом, но и всю обстановку, включая мебель гамсовской фирмы, известной нам по книге Ильфа и Петрова «12 стульев». Год назад внук композитора Роман Чисталев официально передал дом Сыктывдинскому музейному объединению. Вот двоюродная племянница Прометея Ионовича, Алевтина Стручкова, поэт и художник, ведет нас по комнатам. И хотя родилась и выросла она в Москве, в отпуске обязательно приезжает в Нювчум. Здесь черпает силы. Уже удалось возродить фестиваль времен «Связующая нить» и подружиться с московским ансамблем русских народных инструментов «Грим». Ребята сейчас делают аранжировки по нотным партитурам Прометея Чисталева. Будет запись диска посвящения Чисталеву. 6 декабря мы в Москве, в Кремле, в Измайлово будем делать концерт и готовить гастрольный тур. Столетие со дня рождения Прометея Чисталева в 2021 году будут отмечать в разных форматах и на разных площадках. Не только в Республике и Москве, но в Коломне, Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Такой интерес к личности нашего земляка не случайен. Прометей Чисталев не только музыкант и композитор, но и большой ученый. Его главной страстью было собирание, запись и изучение образцов коми-народной музыки и национальных музыкальных инструментов. Я просто не представляю, если бы этот человек не сделал то, что он сделал, мы и наше поколение, и последующее поколение, никто бы не знал, что есть такие уникальные инструменты, как сигудек, чипсоны, пеляны. Часть инструментов, собранных Прометеем Чисталевым в экспедициях, сейчас находится в Российском национальном музее музыки в Москве. А этот сигудек на фестиваль времен «Связующая нить» привез директор Сыктывдинского музейного объединения Владимир Муравьев. Как он говорит, это бесценный экспонат, который к тому же прекрасно звучит. Этот инструмент изготовлен в 1942 году. Представляете, уже пожилой в возрасте мужчина, 75 лет, изготовил его из консервных банок. И в ходе своей экспедиции Прометей Ионович нашел этот инструмент, и теперь он хранится в фондах нашего музея. Фестиваль собрал в Нювчуме ученых, музыкантов, художников, представителей музеев и библиотек и, конечно, жителей поселка. Вот на сцене рядом с родовым домом выступает вокальная группа знаменитого Нювчумского народного хора имени Прометея Чисталева. Это Александр Витошкин демонстрирует коми-инструмент боргудек. Московский поэт и композитор Юрий Северянин представляет альбом «Набело». Алевтина Стручкова читает свои новые стихи, а сыктывкарский музыкант Михаил Французов помогает ей создать лирическую атмосферу. Этот момент и это настроение успевает поймать участницы пленэра, молодые художники северо-запада России. Вот она нить, связующая людей, расстояния и времена. Елена Красильникова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.